Предположим, вас попросили записать 3 умноженное на 3. Помните, вас не просили вычислять это. Так что возьмите свою ручку и напишите это как трижды 3. Здесь мы умножаем 3 на себя лишь раз. Теперь представим, вас попросили написать 3 умноженное на 3 умноженное на 3. Вы напишите это как трижды 3 – 3. В этом примере мы умножаем 3 на себя дважды. 3 умноженное на себя умноженное на себя. Теперь вас попросили написать 3 умноженное на 3 умноженное на 3 и так далее 7 раз. Теперь вам становится скучно, но выбора нет, поэтому вы напишите трижды 3 3 и так далее 7 раз. Да, я знаю, о чем вы думаете. Чем больше раз вы умножаете цифру на себя, тем утомительно это становится для вас, чтобы записать все. Это приводит нас к вопросу, есть ли более легкий способ для обозначения такого рода действий? Про какие виды действий идет речь? Про те, в которых число умножается на себя большое количество раз? Ответ на этот вопрос – да, что приводит нас к теме степеней. Число 3 умноженное на 3 может быть записано как 3 с двойкой в верхнем индексе. Это читается как 3 во второй степени. Как мы получаем двойку? Это зависит от количества троек, которые вы видите. Что ж, здесь у нас 2 тройки, следовательно, мы запишем это как 3 во второй степени. Во втором случае мы видим 3 тройки, следовательно, мы можем записать это как 3 в третьей степени. Как мы получили 3 в верхнем индексе? Все потому, что у нас 3 тройки. И в последнем примере у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 троек. Поэтому мы запишем эту длинную строку с 7 тройками как 3 в седьмой степени. Если у нас есть какая-либо цифра, допустим, а умножить на себя множественное количество раз, мы запишем это как а умноженное на а умноженное на а и так далее. Если в результате у нас n-ное количество а, мы можем записать это как а в n-ной степени. Цифра а является основанием степени, а n – показателем степени. Во всех 3 примерах основание равняется 3. Меняется лишь показатель. В первом показатель был равен 2, во втором – 3 и в последнем примере – 7. В следующих видео мы узнаем о различных свойствах степени.